Сообщение о наезде на человека на улице Вагапова поступило в автоинспекцию Казани минувшим вечером. Звонивший сообщил, что мужчина лежит на дороге и не может встать. На место тут же прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Но вскоре потребовалась помощь еще одной бригады медиков – психиатрической и сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Выяснилось, что наезда не было, а таким поведением мужчина выражал недовольство поворотами в своей судьбе. Я в своем районе общаюсь с пацанами. Ты приехала, я тебя спрашиваю. Женщина рассказала, не приехать не могла, когда муж попал в беду. Что с ним произошло, она не знала. Не сразу это поняли стражи порядка. Автоинспекторы, приехав на перекресток улиц Вагапова и Глушко, застали на месте мужчину, которого изначально считали пострадавшим, и очевидцев. Они рассказали, что никто никого не сбивал, а лежа на дороге мужчина останавливал машины в надежде доехать до нужного ему места. Остановился микроавтобус. Довези меня тут по прямой 2 километра, иначе начну бить машину. Проехали они только несколько десятков метров. Попыток подраться водитель не понял и высадил буйного мужчину. И его внимание переключилось на очевидцев. Начал на моего друга кидаться, потом что-то начал... то есть он схватил его за портфель, я начал их разнимать. Его разнимать, он начал на меня уже нападать. На помощь прибыли спецбригады медиков и сотрудники ППС. Первые, осмотрев мужчину, пришли к выводу, что он не их пациент. А вторые вместе с автоинспекторами уговаривали мужчину поехать с женой домой. Но его душа просила другого. Пойдем пивас. Видимо, отказ он счел за личную обиду, и когда очевидцы всех событий стали расходиться, решил отомстить прямо на глазах беременной жены. Часто так себя ведет? Нет, просто у них компания меня обанкротила, в общем, там их кинули и... Ладно, не важно. Молодые люди претензий к нему не имели никаких, тем более, что ударить мужчина не смог. Сильно заехал? Да нет, касательно. Я увернулся. Молодые люди писать заявление не стали и просили полицейских отправить его домой к жене, но для выяснения всех обстоятельств мужчину забрали в отдел полиции.